Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится в ближайшие часы, в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть моими руками будет скрытно, что сейчас раскрыто, то, что можно случиться, знать. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем разбираться. В самом корне рисунка здесь у меня два человека обнимаются. Здесь явно какая-то встреча произойдет, либо улучшение взаимоотношений между двумя людьми. Я не могу сказать, это мужчина и женщина, может быть, это два мужчины, может быть, две женщины. Но если встреча, то встрече будете безумно рады. Если улучшение отношений, то здесь обе очень сильно рады тому, что у вас все хорошо. Здесь люди счастливы, здесь у людей прекрасное состояние души и тела. И, конечно же, эмоции через край. Объятия. Что может быть лучше, чем объятия? Эндорфины, да, все у вас идет в гору. Это очень хорошее событие, и вам будет очень приятно. Ну и второму человеку тоже очень приятно. Дальше. Здесь попытка за вами подглядывать. Кто-то очень сильно интересуется вами, вашей жизнью, вашей персоной, тем, чем вы занимаетесь. Человек за вами подглядывает, либо собирает на вас компромат, собирает информацию о том, чем вы занимаетесь, как вы это делаете, с кем вы общаетесь. У человека какие-то очень нехорошие цели, да, вот не с добра этот человек этим занимается. Будьте осторожнее, меньше обсуждайте себя, свою жизнь, свою работу, вам это пойдет на благо. Ну и также, если вы работаете с людьми, допустим, да, пусть ваши личные вещи будут в сохранности. Также выключайте, например, компьютер, либо ставьте свой телефон на пароль. Да, иначе вот этот человек явно не постесняется, может заглянуть, может позволить себе, да, залезть в вашу сумку, и в ваш карман, и в ваш телефон, и в ваш компьютер. То есть нужно принять меры предосторожности. Прям песочек об этом предупреждает. Дальше. Здесь вам придется отстаивать себя и свои интересы. Кто-то будет покушаться на то, что ваше, на то, что вам принадлежит, либо на то, что вам досталось по праву. Здесь какая-то наглая попытка, вот прям, не силой, но, скорее всего, может быть и силой, да, забрать. Вам придется защищаться, защищать свое имущество, защищать свое право, отстаивать свои интересы. Вы не бойтесь. Здесь человек наглый, но не агрессивный, скажем так, да. Вот говорят, наглость — второе счастье. Вот с таким, знаете, каменным лицом будет брать ваше. Ну, а вы возьмите, да дайте по рукам. Либо покажите, что будете драться, если человек не прекратит этих попыток. И еще кому-то дорога выходит. Дорога, причем в каком-то для вас совершенно новом направлении. Там вы еще не были, либо туда вы еще не ездили. Вы будете собирать информацию, вам даже придется как-то настраиваться, да, на эту дорогу. Вот, впервые где-то побывать, впервые там какие-то пейзажи посмотреть. Ну, не переживайте, дорога у вас выходит короткая, то есть это займет немного времени, либо есть такой способ, да, быстро добраться, ну и назад выбраться, соответственно. Дальше чью-то кошку показали. Здесь именно кошка как домашнее животное. Это не женщина-враг, а именно животное.
Вот. С кошкой могут быть какие-то странные события, то есть кошка может и нашкодить, либо плохо себя почувствовать. Вот. Присматривайте за своей кошкой, будьте начеку и принимайте соответственные меры. То есть может, погрызет что-нибудь, либо возьмет и нагадит туда, где не положено, ну, либо что-то такое вот скушает и плохо себя почувствуют. То есть нужно внимание уделить своему животному и присматривать за своим животным. Да? Может быть, что-то опасное убрать, чтобы кошка там, не знаю, пакет не съела, да, в котором у вас мясо лежало. Вроде как бы и смешно, но с другой стороны может быть грустно. Да? Нужно присматривать. Дальше, мои хорошие, забор. Здесь высокий забор. И этот забор вас отделяет от чего-то важного. То есть между чем-то важным и вами стоит этот забор. И вам придется просто вот на ходу придумывать, как вам справиться с этим забором. Либо как его разобрать, как его разломать, как найти ту самую лазейку, которая позволит вам получить то, что вам желанно. Кто выстроил этот забор, я не могу сказать. Может быть, он всегда был между вами и вашей мечтой. Но в данном конкретном случае вижу, что вы прям так озадачились, задумались и примеряетесь, да, вот как мне поступить, как мне с этим забором разобраться. Такая задачка непростая, задачка со звездочкой, но если вы в себя верите, себе доверяете, у вас точно получится. Забор — это не преграда, да, это не стена, это не гора, это всего лишь бревнышки, досточки, да, ну как вам будет удобно. В общем, если задуматься, можно придумать, и можно с этим моментом справиться. Дальше небольшой воздушный шар летит к вам слева. Это какой-то путешественник, либо путешественница. Да, человек может быть проездом в вашем городе, либо человек вернулся из путешествия, к вам придет. Очень классный, увлекательный, интересный разговор у вас состоится. Да, человек будет рассказывать о том, где был, где была, что видел, что видела. Возможно, даже какие-то подарочки, сувениры человек вам принесет. Разговор очень увлекательный и разговор в долгую. Вы так вот прям сядете и часа 2-3 просидите, проговорите. Но очень много интересных фактов узнаете, либо много интересной информации получите. Будет приятно посидеть, поговорить. Так, работа, чья-то работа, и на работе просто вот пожар бушует. Я надеюсь, что это не в прямом смысле слова, но тем не менее я вам сказала. Но обычно так показывают выяснение отношений, показывают всякие чистки, зачистки. Могут также показывать моменты, когда люди с друг другом ругаются. Да, не обязательно там руководство с подчиненными, даже коллеги могут с друг другом устраивать вот такие вот баталии. Вы, пожалуйста, никуда не вмешивайтесь и никого не поддерживайте. Пожар, он ярко вспыхнет, быстро и ярко, и также быстро он и затухнет. Вот, будете вмешиваться, будете настраивать против себя коллег либо начальства. Ваше дело сторона. Запомните, пожалуйста, и не вмешивайтесь, не лезьте вы туда. Вот, без вас обойдутся. А вам лишние неприятности, я так понимаю, не нужны. И еще момент тоже связан с работой. Вот, возможно, возникнет ситуация, когда вам придется больше работы делать. Да? У вас идет увеличение объема задач. Это может быть ситуация, связанная с тем, что кто-то заболеет, либо уйдет в отпуск. Да, там, мало ли, ребенок заболел, да, и на больничный выходит там мамочка. Вот, и вам придется делать и свою работу, и работу, допустим, своего коллеги. И также возможна ситуация, что растет вот эта норма выработки, да, за день. Вам могут просто объявить, что вот такое авральное положение, и всем придется, например, больше работать, чем обычно, но при этом будет сохраняться прежний уровень оплаты труда. Это неприятно. Здесь явно идет какой-то временный характер. То есть это, возможно, там пару дней всего лишь продлится. Опять же, держите себя в руках, не время выяснять отношения, просто такая сложилась ситуация. Да? Нужно потерпеть, перетерпеть. И все равно никому ничего не докажешь. Все равно ничего не поменяется, если вы будете возмущаться. Опять же, вы можете испортить свою репутацию, либо настроить против себя своего работодателя. Лучше воздержаться. Лучше, знаете, как скрепить зубы, да, и делать свое дело. Просто переждать.
Так, новостей здесь не будет, какие-то новости вы ждете, либо вы чем-то очень интересуетесь, и вот каждая минута ожидания, неведения, она вам очень болезненно дается. Новостей нет, потому что не о чем говорить, да, либо еще что-то не произошло, что-то не случилось, либо логического завершения еще нет. Вот. Вижу, что будете ждать, вижу, что будете переживать, но пока я этого не вижу. Поэтому лучше себя чем-то отвлечь, развлечь, либо на что-то другое переключить свое внимание. Птичка есть, но она никуда не летит. Она вот в таком, знаете, как замерла, да, в таком состоянии находится. Вот пока не о чем вам сообщить. Дальше какой-то мужчина весь в слезах, жалуется. То ли вам будет жаловаться этот мужчина на свою тяжелую жизнь, то ли этот мужчина на вас будет кому-то жаловаться, что с вами очень тяжело. Ну, слезы здесь это так, знаете, для красного словца. На самом деле здесь мужчина действительно в какой-то не самой лучшей форме, либо мужчины такое, знаете, вот немножко настроение вот плаксивое, либо действительно, вот как-то, знаете, погода может влияет, давит, может депрессия у него в полном разгаре. Ну вот жалобы, либо вам придется выслушивать конкретно от мужчины, да, и придумывать, как бы там его развлечь, успокоить, либо вам кто-то будет рассказывать, что вот представляешь, твой муж на тебя жаловался, либо твой парень там говорил, что ты мало ему уделяешь внимания, что он у тебя недолюбленный, да, недокормленный, вот, ну в таком ключе. Конечно, это не очень приятный момент, но с другой стороны, я вижу, что вы к этому отнесетесь как-то вот, ну, с пониманием, да, вы скажете, да, он просто загоняется, да, либо у него много работы, либо у него в последнее время там настроение в минус уходит. Вот спокойно отнесетесь, в принципе, да. Это, конечно, не самый приятный момент, но что поделаешь, такая жизнь, да. И еще, мои хорошие, вы как будто бы какую-то одежду будете примерять. Может быть, и вправду в магазинчик зайдете и будете примерять какие-то новые модели. Может, там распродажи будут. Да? Вроде вещи интересные, но вы вот меряете, а своей вот идеальной вещи не находите. И также кто-то из вас будет какие-то идеи, да, разрабатывать, придумывать, будете примерять их на себя, на свою жизнь. Вроде идей много и разнообразие есть, а ничего не подходит. Вы, главное, не отчаивайтесь, главное, не останавливайтесь. Дальше будет и лучше, и больше, и свое вы точно найдете. Может быть, в соседнем магазине, может быть, через день, может быть, через два. Да, ваша идеальная идея вами будет найдена. Вот, не переживайте и не расстраивайтесь. Дальше у кого-то горло болит. Оно либо уже болит, либо вот-вот заболит. Такое впечатление, что вы где-то то ли переохладились, то ли с кем-то не совсем здоровым пообщались. Вот. Пока не поздно, вот первые вот эти ощущения, першения в горле, например, да, либо трудно глотать, сразу не ждите, пока заболит, принимайте медикаменты. Либо, если есть такая возможность, да, вот горячий там, чай с малиной и в постель, вот, чтобы пропотеть. Да. Может быть, даже какие-то полоскание, да, не ждите, пока будет болеть, пока уже острая боль начнется. Вы можете все купировать в моменте здесь и сейчас. Вот. Ну, а кто приверженец традиционной медицины, то там леденцы всякие есть именно препараты, которые вот именно помогают, когда горло воспаляется, да, просто берите и принимайте. Чем раньше начнете, менее заметно, да, пройдет вот это воспаление, скажем так, ну вот горло, да, больное горло. И еще, мои хорошие, вижу, что вам слова не будут давать. Где-то вам захочется высказаться, ну, либо оставить свои 5 копеек. И вот какой-то человек не дает вам высказаться. Не дает, вот просто не дает. Вы пытаетесь, а вам как рот закрывают, да? Либо вас куда-то не допускают. То есть нет возможности сказать на публику. Здесь показано, что человек знает ваш характер, ваш горячий характер, да, что вы любите правду, что вы никогда не будете молчать, что вы говорите то, что у вас на уме. Да. Нету такого, что вы там играете, лицемерите. И этот человек просто пытается вас уберечь от каких-то непоправимых последствий. Да? То есть, возможно, нельзя высказываться, либо вас не те уши могут услышать, то ли вы на себя можете накликать гнев там, каких-то очень серьезных людей. Не обижайтесь на этого человека, не относитесь к этому человеку плохо, наоборот,
Поймите, этот человек для вас старается, не дает вам высказаться, чтобы вы себе не нажили больших неприятностей. Это человек за вас, он на вашей стороне, либо она на вашей стороне. Просто пытается вас таким образом уберечь. Дальше показывает кого-то очень пожилого. Человек капризничает, и у человека какие-то запросы, которые невозможно удовлетворить. Да, и человек начинает себя накручивать, говорит: вот, вы меня не любите, вы меня не цените, я там всю жизнь на вас положила, а вы вот не можете выполнить мою просьбу. Капризы. Это именно капризы. И человек капризничает действительно от того, что жизнь пустая, скучная, ну, либо человек, ну, допустим, да, нуждается в дополнительном внимании, либо просто нужно дополнительно как-то время проводить, да, может быть, придумать какие-то мероприятия, да, куда бы этот человек мог ходить вместе с вами, либо сам по себе мог ходить. То есть разнообразия в жизни не хватает. Вот отсюда идут эти вот капризы. Этому человеку, возможно, и не надо то, что он просит. Ему нужно обратить на себя внимание. Вот как тут у меня мужчина плакал, так у меня кто-то и пожилой будет капризничать. Ну, тут нет слез, тут именно каприз идет. И еще, мои хорошие, здесь мне показывают женщину. Женщина, которая что-то делать умеет вкусно, красиво, вкусно, аппетитно, так что умать ешь. Вы что-то такое то ли готовили, то ли будете готовить. Вас потом просто замучают запросами на рецепт. Вот каждый захочет повторить, каждому очень понравится. То готовьтесь, пожалуйста, к тому, что вам придется очень много либо говорить, ну, пересказывать этот рецепт, чтобы люди записывали, либо самой вот прописывать. Да, возможно, лучше заготовить шаблон, а потом всем смс-кой отправить, чтобы каждый получил свой рецепт. Да, вы действительно уникально готовите, и ваше блюдо, оно имеет какой-то невероятный, тонкий, изысканный вкус, ни на что не похоже, и это прям свежо, ново, и люди, конечно, просто в восторге, прям пищат от восторга, когда пробуют, либо вот когда попробовали. Все хотят этот рецепт. Вы будете очень востребованы. И еще, мои хорошие, рыба. Здесь рыба небольшая, но эта рыба, она вам в руки падает. Ну, это деньги, которые к вам придут. Либо, например, ваш партнер принесет вам денежку, может быть, родственники подкинут, может быть, это какой-то денежный перевод. Небольшая рыба, но вполне себе приемлемая. Дальше. Какая-то змея на вас очень сильно шипит, но вы ее не боитесь. Вы вообще, так, знаете, равнодушно смотрите на эту змею и думаете: о, Господи, змея еще и шипит на меня. Ну надо же, диковинка какая. Вот. А змея все злее и злее становится. То есть, понимаете, она ощущает, что вы ее не боитесь. Ей становится обидно. Тут, кстати, может и кинуться на самом деле, да, либо сделать какой-то выпад в вашу сторону. Вот. Будьте к этому готовы. Ну, знаете, что ваша реакция, она просто бесподобна. И именно этой реакцией вы эту змею рано или поздно доконаете. Вы просто не отвечаете, вы ее игнорируете. Вы всем видом показываете, что вам плевать на нее и на ее шипение. И вообще все это вам наскучило, да, вообще неинтересно. Змея прям бесится, скоро сама себя будет поедать. Именно от злости. Вот ощущение, что я потеряла свой авторитет, да, меня никто не боится, меня никто не уважает, боже мой, да, вы эту змею именно равнодушием доведете. Правильный подход, вам тут аплодирую стоя. Дальше косточки вышли, но это что-то из прошлого, всплывет что-то из прошлого, либо какая-то прошлая ситуация, либо прошлая проблема, либо даже, возможно, какая-то болячка, которая у вас в хроническую форму перешла. Вот. Вы этих костей не бойтесь, просто здесь уже такой громкий и ясный намек, что нужно все-таки ситуацию решать. Да? Не нужно больше ждать, запускать, откладывать, перекладывать. Нужно решать, да? Нужно лечить, либо нужно решать проблему, нужно там до конца выяснить отношения, либо прояснить ситуацию. Вам именно на это идет намек, поэтому это кости всплывает. Вот. Сделаете,
доведете до конца, справитесь, больше эта ситуация никогда не всплывет, да, больше этих костей вы не увидите. Вот есть возможность, смотрите, когда возникают эти проблемы, когда есть возможность их решить. Вот они же не повсеместно у вас все время возникают, да, напоминают о себе из прошлого. Нет, в определенные моменты, когда вы можете это все разом решить, либо раз и навсегда решить. Поэтому не стоит откладывать, стоит брать и делать, да, записаться на прием к хорошему врачу, либо пойти и справиться с этими всеми проблемами, да, решить их просто-напросто и больше никогда о них не вспоминать. Даже если вам некогда, даже если вы не чувствуете, что вы в ресурсе, все равно лучше берите и делайте. Кость всплыла, потому что очень хороший момент для того, чтобы от этого всего избавиться. Дальше ухо. Ну, здесь беречь вам нужно уши, и причем не только свои, но и уши своих близких. Возможно, из-за климатических условий, да, может какое-то похолодание, либо будет сильный ветер, либо какая-то повышенная влажность, я не знаю. Нужно именно уши беречь, защищать. Даже если вы ненавидите шапочки, то в данном конкретном случае лучше пару дней все-таки шапку поносить. Ну и также, если ваши близкие игнорируют ношение головных уборов, нужно проследить и прям, если надо, то и принудить, да, заставить. Вот. Дело, конечно, ваше, но раз уши показали, но мне кажется, что это важное предупреждение, и если вы к нему прислушаетесь и пару дней пострадаете в головном уборе, то плохого точно не случится. Наоборот, себя защитите, свое здоровье укрепите, ну и избавитесь, возможно, от каких-то серьезных проблем, которые могут вам грозить. И еще, мои хорошие, здесь какие-то платежи показаны. Что-то вы будете платить за что-то, кому-то вы будете платить, что-то оплачивать. Это, конечно, болезненный момент в вашей жизни, в вашем ближайшем будущем. Но что поделаешь, наша жизнь, она такая, да. Мы работаем, чтобы потом эти деньги отдавать. Вот. Ну, вижу, что вы платите, оплачиваете, и потом, как говорится, со спокойной душой возвращаетесь домой. Хотя денег вам будет действительно жаль. Жаль потраченных денег, да. Дальше показана тройка, но тройка показана с изъяном. То есть она лишилась своих четких очертаний. Ненадежные друзья, либо друзья, которые могут подвести. Опять же, у кого-то отыграется, что человек просто проигнорирует, а у других отыграется, что человек недоступен. Да? И ты не знаешь, отказался помогать, либо в принципе, да, какие-то проблемы со связью. Имейте это в виду и, строя свои планы, либо надеясь на кого-то, имейте обязательно запасной вариант. В случае, если человек не сможет, либо человек будет недоступен. Да, потому что именно так и показали. Дальше люди будут собираться под одной крышей. Разные люди. Люди, которые по-разному друг к другу относятся. Очень похожи даже немножко чем-то на зоопарк, если честно. Да? Абсолютно разные люди с разным отношением друг к другу собрались под одной крышей. Драк не будет, выяснения отношений не будет. На удивление вы очень спокойно, тихо, мирно посидите, да? Либо что-то обсудите, либо вместе что-то будете праздновать. Вас это очень и удивит, и порадует. Все-таки люди могут находить общий язык, и люди умеют договариваться. Плохого точно не случится. Да, будет чувствоваться, прям повиснет в воздухе напряжение, но плохого точно не будет. Все тихо-мирно посидят и потом тихо-мирно разойдутся. И еще какого-то чертенка показывают. Здесь кто-то себя так будет вести. Кто-то, да, вот как чертенок. Ну, со всеми вытекающими. Да? Человек может себе позволить лишнего, человек может себя вести как одержимый, либо дико пакостить начнет человек. А у кого-то еще отыграется, что человек начнет, не знаю, к вам приставать, начнет вас соблазнять, например. Да? И причем это актуально и для мужчин, и для женщин. Вот. Такое вот несносное поведение. И что интересно, да? Человек ведь понимает, что делает. Это не потому, что пьян, это не потому, что с собой как не владеет. Здесь человек отдает себе отчет в том, что он делает. И это прямо очень тревожные звоночки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Если человек действительно выходит за рамки предела дозволенного, то здесь не грех и, например, обратиться в полицию.
позвать охрану, допустим, да, если этот человек пристает к вам. Вот, не стесняйтесь этого момента и знайте, что человек все прекрасно понимает. И это все, вот, знаете, от, наверное, вседозволенности происходит. Возможно, этого человека нужно с небес на землю опустить, чтобы он понимал, что за каждое неуважительное действие, да, может быть очень серьезное последствие. Вот. Не стесняйтесь этого момента и обращайтесь к тем, кто призван народом и правительством защищать людей. И это будет правильно. И еще, мои хорошие, здесь женщина из мужчины веревки вьет. Это очень классная картинка. Мужчина даже не подозревает, что с ним вот такая оказия случилась. А женщина молодец, она такая умненькая, она такая ловкая. В общем, за очень короткий промежуток времени у женщины получится добиться от мужчины, ну, грубо говоря, всего и сразу. Да? То, что она себе наметила, у нее все получится. Девушки, женщины, вы бесподобны, вы прекрасны в этом проявлении. Настолько ловко вы справитесь с поставленной задачей, мужчина вообще ни сном, ни духом, он даже и не догадается, что вы им там воспользовались, да, либо вы от него желаемое получили. Ему будет казаться, что вы просто очень в нем заинтересованы, либо что он вам очень симпатичен, либо что вы в него влюблены, даже еще собой гордиться будет. Вот. Ну а вы получите то, что хотите. Вообще, вы мастерица на это дело, вам бы уроки давать. Да, вот есть там уроки для мужчин, пикап, да, вот вам бы уроки для женщин давать. Как от мужчины в короткие сроки получить то, что мне необходимо. Я думаю, что вы бы разбогатели, это точно будет востребовано. У меня зеркало. Зеркало чистое, красивое. Вы в него смотрите, любуетесь. Но это преображение. Это выглядеть лучше, чем обычно, либо что-то с собой такое сделать, что даст очень классный результат, который и вам, и всем окружающим очень понравится. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, начиная там от масок, заканчивая какими-то серьезными процедурами, здесь очень классный результат, и вы очень-очень довольны. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.